И снова доброе утро, дорогие друзья! В эфире программа «Жана Кун». И сегодня у нас в гостях продюсер Руслан Тахтахунов. Руслан Тахтахунов – певец. В прошлом участник популярной группы «Эпи Клуб». Продюсер многих казахстанских исполнителей, в том числе и Дильназ Ахмадиевой. В середине нулевых Руслан ушел со сцены в бизнес. Но недавно певец порадовал своих поклонников новостью о своем возвращении. Доброе утро, друзья! Это программа «Жана Кун». И мы напоминаем, что сегодня у нас в гостях продюсер, композитор и певец Руслан Тахтахунов. Доброе утро, Руслан! Доброе утро. Доброе утро. Как ваше настроение? Очень хорошее, доброе, утреннее. Все очень хорошо, замечательно. Ну, отлично. Руслан, я думаю, всех зрителей сейчас волнует самый главный вопрос. Чем вы сейчас занимаетесь? Потому что вы на долгое время пропали, хотя в начале 2000-х годов у вас была бешеная популярность. Пишу песни опять заново, все, то есть накопилось все. Нужно было вот такой пробел, немного надо было соскучиться. Вот, потому что бывает такое у музыкантов, у артистов, там неважно, у людей творческих. Творческий кризис, да? Да, такое, мне просто надоело. Мне надо было сильно соскучиться, чтобы вот так прийти и заново, потому что все одно и то же. И уже ты перенасытился, и все такое стало серое. Поэтому, видимо, эта пауза должна была быть у меня. Вот она случилась. Сейчас занимаюсь, вот пишу, записываю, снимаю клипы. Вот. И думаю, скоро вот наш зритель увидит это все. Руслан, вы начинали с группы «Ар-клуб». Да. Скажите, пожалуйста, вот есть ли разница вот с тем временем и сейчас вообще? Было ли сложно начинать тогда? Или сейчас сложнее начинать? Да, понятно. На самом деле, тогда вообще было очень все просто, потому что артистов было мало, все были прям реально всех я знал, все друг друга знали. Раскрутиться было очень просто. Ты написал песню, пришел на какую-нибудь тусовку, показалось, если тебе понравилось там людям песня, они говорят, слушай, ну давай завтра радио. Там радио-то у нас там 2-3 радио было. Все, и ты буквально через полгода ты знаменитый, все, лишь бы только песня была хорошая, все. То есть очень легко и просто было, не как сейчас. Сейчас, может быть, тоже как-то легко, но какое-то все по-другому, и все какое-то стало такое одинаковое. Все. Допустим, если я слушаю по радио, я не могу различить многих артистов, хотя это разные артисты, певцы там поют, все, и я не могу отличить. Да, голоса, стилистика, композиторы стали писать одинаково, тексты такие похожие. То есть очень тяжело. Очень много женских групп тоже вот непонятных таких, которые, в смысле, много, они все разные. Мне казалось, что это одна группа будет, это вообще разные группы. То есть вот настолько все перелилось. Потом очень много начали перепевать. Допустим, такие известные песни. То есть, я не соглашусь, что наши композиторы иссякли настолько. Просто мы, наверное, еще не надо искать их. А вам не кажется, что просто, может быть, композиторам приходится идти в ногу со временем? Значит, этого требует публика? Может быть. Запросто. В смысле, мы должны этот тоже период пережить. Да. Ничего страшного. Руслан, вы начинали в то время с группой «Ар-клуб», а потом ушли петь сольно. Скажите, пожалуйста, как это вообще было? Вообще, на самом деле, все группы, многие группы распадают. Битлз даже распался. Там еще говорят, что, мол, 2 соловья на одной ветке не поют, типа, 2 лидера. Это Вам вообще было сложно? клуб, это клуб Адиля и Руслана. Мы его так назвали его, просто по именам просто. Это Адиль Жамбакиев, который писал все, тоже такой, это основатель этой группы. Все. И я ушел сольно, мы как-то поняли, он пошел по продюсированию, там, поэт, все там. Я ушел петь сольно и как-то пел, и потом ушел. Вообще, то есть перестал петь. И надо было очень важно уйти вот как-то на пике. Понимаете, скачать. У меня вот так, когда уже, это ты уже так достал всех, что и тебя уже просто выгоняет. А надо было как-то вот так. И как-то у меня так получилось случайно, я забросил. На тот момент, когда вы уходили, вы не думали, что вы вернетесь? Или все-таки думали, Нет, что... за собой никто мосты не сжигал. То есть я всегда знал, что можно так раз, и там все готово, так все хорошо. Как что я сейчас и сделал, я, в принципе, посмотрел все, в принципе, так же все. Руслан, спасибо за интересную беседу. Мы вернемся к ней буквально через несколько минут. А пока посмотрим сюжет наших утренних корреспондентов. Друзья, это программа «Жана Кун», и у нас сегодня в гостях певец, композитор, продюсер Руслан Тахтахунов. Руслан, мы знаем, что вы еще и работали продюсером. Были продюсером Дильназа Ахмадиевой. Очень много говорят про это. И почему-то именно про Дильназа Ахмадиева говорят. В смысле, вот, А какие были еще проекты?
Ну, они были такие, не сколько, в смысле, связаны с артистом, но с творчеством тоже. Ну, об этом это отдельная история вообще. Всё. Ну, а то, что касается Дильназа Ахмадиевой, ну, мы записали 2 песни, я начал там это, и потом я начал, видимо, не успевать, потому что в этот момент я работал тоже сам. Да. И мне разделяться, то есть я потом начинаю понимать, что либо ты поешь, работаешь над собой, занимаешься своей, либо ты продюсер, потому что совмещение очень сложное получается. Ты не Согласна. успеваешь, у тебя и не там не получается толком, и не здесь. И я понял, что человек должен делать то, что лучше всего умеет делать. Вот, соответственно, вот так. Но это правда было, я думаю, подтвердят все, кто хочет. Мгм. Ну, на данном этапе вы будете продюсировать только себя или есть в планах, может быть, какие-то новые коллективы? Одно могу сказать, что все так научились продюсировать. Вот любого не спроси, он продюсер. Я тоже продюсер. Все, да. Даже я уже продюсер. Ну, уже все, потому что все поняли структуру. Это все очень просто. Нужны просто деньги. Деньги и человек, который, в смысле, правильно может их все И распределить. грамотного администратора. Да, администратора и все. И нормальный менеджмент, все, и понеслась. Тем более сейчас уже, в принципе, как телевидение, оно же такое становится уже. Молодежь вся в интернете, в соцсетях. Все смотрят видеоролики, все в интернете Всё в онлайне. сидят. Да. То есть, ну, я считаю, что телевидение, оно ушло уже для категории, про которую я и говорю, вот, от 37 и пошло вот так, то есть вот настолько. То есть не сериалы, я имею в виду, а если это музыка, то вот только по телевизору ее покажут, вот так, чтобы она интересная была. То есть, ну, вот я не знаю, такого плана что-то. То есть, когда мы уже увидим первый видеоклип? Ну, я вот весь декабрь буду заниматься именно съемками. То есть не так, чтобы скоропостижно, быстро все это все сделать, прям буду над каждой деталью стараться работать. Он будет простой. Там не будет там, суперэффектов. Там. Но люди будут, чтобы он доносчивый был, чтобы как-то донеслось до сердца, достучаться вот так. То есть поэтому надо как-то максимально просто снять, но дорого, чтобы был. Чтобы, допустим, профессионал, оператор, он понимал, что это вот так. А со стороны это будет, ну, так, клип, как клип. То есть такое. Но это очень тяжело снять. Поэтому и затягивается время, потому что режиссура, которая пишется, она утверждается, не утверждается, все время такой спор идет. Ну да, потому что это как бы ваше возвращение после долгого перерыва, вам важна каждая деталь. Да, потому что перенасыщение сейчас идет клипов. Видите, сколько артистов, сколько всего это новых. Причем таких неплохих все. Вот прям вот реально неплохие, но одинаковые. Прям вот рядом одинаковые все. Вот прям, ну, все хорошо поют, прям все хорошо выглядят. Клипы у них такие правильные. Пишут хорошо. Причем, мне кажется, один такой пишет композитор. Все. Ну что ж, Руслан, спасибо вам огромное. Вам Что бы спасибо. вы пожелали нашим телезрителям? Во-первых, хочу пожелать вас с наступающим Новым годом. Пожелать вам всего самого хорошего. Всем творческим людям творческих успехов. Никогда не болейте. Будьте счастливы. Спасибо вам большое. Мы желаем вам тоже, самое главное, творческих успехов. Мы желаем вам, чтобы ваше первое как бы видео после такого долгого отпуска, чтобы оно взорвало как бы наши телепространство, интернет-пространство, чтобы как я о вас хочу. снова заговорили. Спасибо большое. Мы вам этого желаем от всей души. И, дорогие телезрители, мы напоминаем, что сегодня у нас в студии был композитор, певец, продюсер Руслан Тахтахунов.